Пойдемте дальше. Вопрос для отборочного интервью. Первое. К чему вы стремитесь в своей карьере? Помните первый блок? Вы пишите первый блок. Вопрос для отборочного интервью. Их надо писать, ребята. Я хочу, чтобы их по полной программам усваивали. Потому что они очень-очень помогают нам найти того, кто нам нужен. К чему вы стремитесь в своей карьере? Классный вопрос, так? Вот вы хотите карьеру создать? Да. К чему вы стремитесь в своей карьере? Классный вопрос. Человек пусть задумается, пусть вам ответит, к чему он стремится вообще, что он хочет делать. Например, он говорит, я хочу, чтобы ту компанию, в которой я работаю, всегда принести что-то новое. Я хочу, чтобы было видно прямо до меня и после меня. Я так хочу, чтобы было до меня и после меня. Реальный результат был. Ух ты, классно, это тот, кто нам нужен. Так? До меня, после меня должно быть видно. А так говорит вам только профессионал, тот, кто знает, что он может делать. Что лучше всего вы делаете как профессионал? Что вы очень хорошо делаете? Что вы лучше всего делаете как профессионал? Что у вас хорошо получается? Что хуже всего вы делаете как профессионал? Какие аспекты профессии вам не интересны? Вроде бы эта работа есть, но она как-то вам не по душе и так далее. А зачем мы это изучаем? Зачем мы об этом спрашиваем у него? Чтобы человеку не поручать то, что у него плохо получается, во-первых. Во-вторых, то, что у него плохо получается, комбинировать с кем? В команде. У кого это минус является плюсом? Чтобы они как команда дополняли друг друга. Они будут хорошо друг друга дополнять, это будет очень здорово. Назовите 5 своих последних начальников. Когда мы к ним обратимся, как они вас оценят? Как вы думаете? Как вы думаете, сколько оценит вас ваш начальник в 10-балльной шкале? Сколько оценит он вас? Он говорит, я думаю, наверное, 8, наверное, 9, наверное, 10. Наверное, так. Дайте мне, пожалуйста, в телефоне 5 ваших последних начальников. Как вы думаете, как они будут оценить вас? К 10-балльной шкале 2, 3, 4, 5. Сколько они оценят вас? А почему вы так думаете, что они вас оценят так? Это очень важные вещи. В идеале карьерные цели кандидата должны совпадать с нуждами вашей компании. Вы смотрите, он же пишет здесь карьерные цели. К чему вы стремитесь в своей карьере? Они должны совпадать с этим. Это идеал, вообще супер идеал. Нам нужен А-категория. С каждым разом когда рассказываю об этом, я прихожу к пониманию, что найдешь А-категорию сотрудника, да он тебе поможет 50 раз больше делать. Намного легче, намного проще. А берешь неправильного человека, сколько бы ты его не контролировал, он все равно все испортит. Если он затрудняется сформировать свои цели или повторять то, что написано у вас на сайте, это не ваш человек. Внимание, некоторые хорошо готовятся, я хочу, чтобы вы поняли. Они почитают ваши сайты, они почитают там, что там написано. Потом приходят вам, начинают рассказывать то, что у вас там написано, что классно, того, что нет. Вам сразу видно, помните, что талантливый, умный, сильный человек, он всегда выражает свои мысли доступно, грамотно и правильно. Потому что он знает, что хочет. Он знает, зачем карьера хочет делать и так далее. Талантливые люди, они действительно такие. Он не будет вам питаться, как сказать, понравиться. Такого нет. У него есть внутри профессионализм, такой он спокойный и так далее, выражает себя. Он не боится. Ваш уравновешенный список недостатков будет неполным, если в нем не окажется в меньшей мере от 5 до 8 пунктов, признаны самим кандидатом его слабыми сторонами. Внимание! Когда вы задаете человеку вопрос, что у вас не очень хорошо получается, что он вам должен говорить? Правду. А если в этом списке не балансировано, значит вам хитрят. Не бывает человек, который у него все идеально. Согласны? Это реально так. Это нужно понять. Когда список недостатков слишком короток или недостатки выдаются как скрытые достоинства, или просто заметили какие-то стыковки со своим листом целей, это не ваш человек. То есть не совпадает ваш лист целей. Поэтому сначала лист целей. Ориентируемся сначала на лист целей. Попроси кандидата составить список из 5 боссов, которые у него есть, а потом, почему он думает, что этот человек поставил бы ему 7 баллов? Снимать, да? Да, фотографию хотите. Да. Спросить у него,
Почему он думает? Почему он вдруг решил, что... Вот, вы говорите, что... Скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, сколько тебе балл давал бы... Вот, вы же попросили ему там 5 боссов написать. Да. Как ты думаешь, вот это твой босс, сколько балл тебе дал бы в 10-бальной шкале? Он говорит, не знаю, наверное, 8. А второй? 7. А второй? 5, наверное. А это как? 9. Это очень важно. А почему он думает? Вы спросите у него. Это важная вещь. Отметьте себе, просто отметьте себе, потому что есть еще другие интервью. Это все первый уровень интервью. Мы должны его докопаться. Это ключевые кадры, которые вы постоянно меняете и так далее. По этим рейтингам мы отбираем кандидатов с 8, 9 и 10 баллами. Меньше 8 не брат. Меньше 8 что? Потому что 7 считается уже средним. Нам нужен А-класс сотрудник. А он говорит, наверное, думаю, что он мне дает 6. Он мне дает 7. Не берите. Потому что этот человек, он не тот. Вам нужен дерзкий сотрудник. Кто вам нужен? Суперуверенный сотрудник, который реально верит в себе. Да, не берите. Нам нужен ключевой сотрудник. Я рядовой сотрудник не говорю. А вот это А-класс, это ключевые. Ищите их, пожалуйста. Надо будет из других местах, из других регионов. Смотрите, в своем городе искали нету. Что надо делать? Географию расширять. Свою страну искали нету. Что делать? За границей. Везде ищите, да. Границу. То есть географию расширять надо. Но ни в коем случае не останавливаться. Найдите этих кадров. Нам любопытно, что, как, расскажите подробнее. Вы задавайте вот этот вопрос. Это крутой вопрос. Зачем? Вот это есть как раз, когда вы начинаете окунаться в его мозги. Расскажите, что вы делали еще раз, а как вы это делали. Вот, расскажите по-подробному, как вам это удалось. И задавайте, что вы имеете в виду. Ну, говорит, мы занимались там продажей там, профиля того и так далее. У нас были такие маркетинги. Ну, расскажи, что вы имеете в виду. О, пошло и поехало. Ваша задача все втаскивать, чтобы убедиться, что это тот, кто вам нужен. А как именно это происходило? Как это вообще происходит? Ну, мы заказали, поставщики были такие, у нас были просрочки, у нас были того и так далее. А что вы там изменили-то? Классно, да? Ковыряйтесь. Очень важно. Расскажите подробнее. Вот это вопрос, очень важный вопрос, пожалуйста. Что? Как? Что ты бросил? Как ты его бросил? Вот. И что? Поподробнее. Что происходило? А почему именно так? Задавайте много вопросов, чтобы он рассказал. Я нанимал сотрудника, она была руководителем компании Билайн. Я задавал вопрос такой. Расскажите в предыдущей работе, что вы достигли, какие результаты сделали и так далее. Это было как раз следующее интервью идет дальше. Она сказала, я пришла, а там было 100 чем-то. Помните, раньше были точки, Билайн продавали, сим-карты и так далее. Она сказала, я сделал их больше 3000. Я сказал, за сколько? Она говорит, за 2 года. А потом что делали? Я, там был руководитель филиала всей области и так далее, и так далее. И я начал вот это все. Начал говорить, ну-ка расскажите, как это вы делали, как вы нанимали, как открывали точки, поподробнее мне объясните, кто вам помогал. Это очень сильно. Вы сразу видите, человек, который делал это, был в руле, он все знает, он не может врать, хитрить и так далее. Сейчас этот человек руководит само. Уже 4-й год, уже 5-й год. Она руководит само, она управляет его хорошо, и она со мной стала партнером. Я сразу ей что показал? Карьерный что? Я сказал, если больше 3 лет работаете, у вас будет такая зарплата. То есть первый год будет такой. Потом так, больше 3 лет у вас есть шанс со мной стать партнером. Когда 3 года она работала, я начал его что давать уже долю от прибыли и так далее. И сейчас она стала со мной даже учредителем. Я его определенную долю приписал ей. Почему? Потому что надежный человек, который мне помогает делать. Зато у меня голова не болит. Я делаю. Надо что делать? Найдите А-категорию, делитесь с ними. 2-3 раза она мне сказала, брат мне предлагает туда заниматься на его бизнес. 5 или 6 разных компаний пытались его что делать? Приманить. Это конкретно. Пытались его заменить. 5-6 разных компаний. Она приходит мне и говорит, мне говорят, предлагают нормальную зарплату, я им отказываю, сама не могу понять, почему. Я сказал, потому что вы здесь живете.
Вы должны делать то, что вы действительно живете. Это разные вещи. Жизнь она коротка, ее не надо отдавать ради денег. Это очень важно. Хватает на жизнь? Да. По душе живете? Да. А вам нравится, как работать? А зачем вам еще нужны деньги? Зачем вам куда-то еще бежать? Если Аллах вот так дал, не надо бегать туда-сюда. Это значит твое. И она мне, и сами интересно, каждый раз, когда кто-то пытается его приманить, она приходит и говорит, из того компания мне звонит. Как вы думаете, что делать? Я говорю, а как ты думаешь? Она говорит, я им сказала нет. Я говорю, правильно. Правильно? А что я говорю? Надо было сказать да. Это же так, это же очень важно. Человеку надо, это важно. Она со мной сколько работает, и я очень доволен ее работой. Очень доволен, потому что она классный руководитель. Я люблю, когда человек душой и сердцем болеет. Да? Вот это очень важная вещь. Вопросы для квалификационного интервью. Это вторая категория уже. Второй что? Уже второй. Уже мы отборочное интервью был первый. Первый что было? Отбор. Вы же написали же там, по-моему. А это уже что? Квалификация. Это уже вы глубже уровень копаетесь, да, уже мозги. Для какой работы вас наняли? Он говорит, ну я там работал. А для какой работы вас там наняли? И так далее. Это может быть второе интервью. Может быть там, не знаю, сразу через несколько минут можете делать. Какими достижениями вы гордитесь больше всего? Что вы там достигли? Я помню, я спросил ей, что вы там делали? Она говорит, я сделал больше 3000. Я говорю, да вы что? Потом я начал спрашивать. После этого они сделали меня руководителем филиала, того. Есть ли четкие результаты? Вы задаете вопросы. Каким достижением вы гордитесь больше всего? Случились ли у вас на работе очевидный провал? Ну, бывают ошибки или не бывает? Бывало такое, что вы делали, не работало, результат не дало, и там как-то так. А человек, который правдив, профессионал, говорит, как есть. Он говорит, я открывал, и там не пошло, и там вот столько мы потеряли, и, правда, руководство были недовольны, и так далее, и так далее. Вот. А человек должен открыто говорить о своей ошибке, недостатке тоже. Кто понял? Это означает, что он не будет вам скрывать, но не будут ваши глаза это замазать. Он не будут скрывать, не будут обманывать вас и так далее. Что вы можете сказать о тех, с кем пришлось работать? В команде, в которой вы работали. Что вы скажете? Какой был ваш начальник? Он говорит, такой был гад, не давал жить. Значит, следующий про вас будут... Про вас следующий... Потому что такое правило. Кто перед вами приходит, хаять других, а перед другими хаять вас. Это же природа человека. Когда перед вами хаять других, соответственно, перед других хаять вас. Мы же это понимаем же. И дальше. Что вы можете сказать о тех, кем пришлось работать отдельно? Как звали вашего босса? И как правильно напишите его имя? Как вам работало с ним? Что он... и так далее. Положительная его отрицательная черта. Что вы скажете? А зачем вы это все делаете? Вопрос. Вы узнаете, человек командный игрок или нет. Он настолько в команде работает, насколько он благ. Или он любит сплетничать, или он такой человек, который видит только недостатки других людей, или что-то там хорошее. Как вы разделили доставшуюся вам команду на игроков А, Б и С? Например, разделите, пожалуйста, команда, которую вы играли, на А, лучшая профессиональная, Б, средняя, С категория. Какая команда, вот, что было у вас там, где вы работали? Что вы изменили в их работе? То есть вот это очень важный вопрос. Что вы изменили в их работе? То есть до вас, после вас, вы пришли, вы принесли определенные результаты, определенные изменения. Вы кого-то наняли? Кто-то говорит, да, нанимал. Если вы, конечно, берете руководителя отдела РОПа или коммерческого отдела, они же нанимают. Там они говорят, да, я нанимал и так далее. Вы кого-то уволили? Как бы вы разделили команду на группы А, Б и С к моменту вашего увольнения? Смотрите. Момент, когда пришли, а момент, когда увольнялись. Разница есть? Он должен говорить, да, когда я увольнялся, команда была вот такая. Были вот такие. Многие позиции уже были закрыты, были классная команда, которым можно было такие результаты давать и так далее. Успели, да, фотографировали что-то? Пойду дальше? Да. Хорошо, пойдем дальше. Почему вы ушли с прежней работы? Почему вы ушли? Это вообще, знаете, классный вопрос. Это, да, сейчас расскажу.
ну как сказать, профессионалы обычно говорят, были случаи, что у нас руководитель поменялся. Профессионалы говорят, что просто пришли какие-то родственники, или говорят, компанию продали, или говорят, что вот случилось так, что либо компания закрылась, или бывает такое, что просто филиал это был, продали компанию, либо закрыли, либо уехали отсюда. И так далее. Много раз такое видно. А если начинает говорить, что там... У меня были случаи, что человек сказал, ну мне было дальше уже нечего там делать. Я говорю, почему? Я все поставил, все было нормально, но дальше мне стало неинтересно. Был такой случай. Я говорю, а почему стало неинтересно вдруг? Вы же все создали, вы наладили и работали. Я говорю, ну как-то стало неинтересно. А таких людей как можно называть? Это человек, который уже дальше видения нет. Он какой-то сделал то, что мог сделать, а дальше видения не осталось. Соответственно, он уже по накатанной дороге идет, постоянно вот так. И дальше уже